В Ненецком округе повторили лыжный маршрут, который в период Великой Отечественной войны преодолели оленно-транспортные батальоны. Тогда их задачей было не дать отрезать Мурманский порт от Большой земли. С ноября 41-го упряжки доставили 17 тонн боеприпасов, вывезли 10 тысяч раненых. Заметим, в той сборной было немало представителей коренных народностей, в частности, коми-ижемцев. В числе первых призывников тогда оказался Аким Хозяинов. Боевой путь отца в наши дни восстановила его дочь. Этот путь показался еще не таким сложным, потому что те военные действия и тот кошмар, который был, он затмил просто это и те годы. И поэтому он его не так не рассказывал. Я впервые узнала, когда мне было уже 23 года. Участники современной реконструкции, курсанты военно-патриотического клуба «Белый медведь» преодолели 841 километр за 20 дней. Должны были за 13, но коррективы внесла оттепель. Даже с облегченным снаряжением для многих этот поход стал испытанием. Были отдыхи-то, там чай попьешь, да, отдохнешь, там дальше опять идешь. Вот, и так до самого пункта населенного доходишь. Ну, уже ночью там деле, в час уже идешь или в 2 уже подходишь. Уставшие все, да, там сразу покушаешь, да сразу спать. Устаешь сильно, силы теряешь, нужно восстановить перекусы. Ну, то, что в то время это было намного тяжелее, я с этим согласен, чем у нас. У нас как-никак и лыжи полегче, а вещи как бы уже облегченное все идет. Нам проще идти. Но мы все равно такую ношу как бы ощущаем. В рамках проекта, который называется «Дорога мужества», участники приводили в порядок памятники и мемориалы, помогали пожилым гражданам, устанавливали красные звезды на домах ветеранов. В следующем году к такой патриотической работе власти соседнего региона собираются подключить и юноармейцев.